Об архитектуре Сталинабада, Душанбе можно рассказывать долго. Приехали сюда строить наш город, это молодые ленинградские архитекторы. И привезли с собой дух ленинградской архитектуры, привезли сюда время ленинградское, привезли сюда динамику города на Неве. Конечно, это я делал в надежде сберечь старый город, спасти его. Сколько времени прошло? 25-й год, когда была провозглашена столица Таджикской ССР. А вот уже практически скоро будет 100 лет, и огромнейший миллионный город. Огромнейший миллионный город. Города так быстро не строились. Фактически город был построен уже, допустим, если к 1967 году, то вот границы города уже сегодня они обозначены. То есть за 50 лет был построен прекрасный город. Академия наук Таджикской ССР. Она объединяет 24 научно-исследовательских института. Здание Центрального комитета Коммунистической партии Таджикистана. Площадь имени Москвы. Всего год назад построено новое здание публичной библиотеки имени Фердоуси. Медицинский институт имени Абу-Али Сино. Педагогический институт имени Шевченко. Вообще Душанбе он строился на ровном месте. То есть это было, знаете, плоскогорье такое. Вот, и практически старый кишлак Душанбе это представлял себя в общем-то, достаточно небольшой кишлак в районе улицы Красноармейской. То есть это первая терраса недалеко от Чайханы Рахат. Вот. А вот здесь ничего не было, кроме верблюжьих и караванных троп. Абсолютно. И когда в 28-29 году уже началось крупное строительство, то первый наш микрорайон был, это стандартный городок. И у нас остались эти первые дома, которые как раз-таки и являются свидетельствами начала рождения нашего города. У нас такие широчайшие проспекты, широчайшие улицы. А какое классное озеленение. Да ни один город в Советском Союзе не был озеленен так, как наш родной Душанбе.